У меня есть две мечты. Одна — это стать миллионером, а вторая — Бугатти. Все, посмотри, это сколько хурутов? 3. 3 хурута? Даже 4. 4 даже. Вот один тогда тебе. Да. Нет, 2. И вот 3, 4. Ну, ты. Давай. Ну, сначала я просто упаковывал в пакетики без вот такого, без вот этого. Потом я начал скотчем прилеплять мою старую наклейку, и потом мой папа придумал так, чтобы вот степлером сюда зажимать и потом клеить. И потом я так начал менять дизайн. Ну, школа началась. А? Ну, сколько вам надо? Ладно. 300 сом. Так. Потому что решил зарабатывать деньги и захотел стать в будущем большим миллионером. Если я не буду делать уроки, то тогда я не смогу делать, буду знать слишком мало, и потом у меня будет бизнес уходить назад, а не вперед. Из вот этих вот 3 коробок самые тяжелые это там уже сколько монет. Я все сначала делю. И потом уже у меня есть деньги, которые на себя, есть деньги, которые в копилку и все такое. Я на 10% себе откладываю, 10% бабушке, еще 10% на благотворительность и 5% на большую копилку, 5% на маленькую копилку, и 35% на технику и 30% на сюжмё. Не 30, а остальное, а? Ну да, то, что осталось. Чтобы было лучше природе, должны люди об этом заботиться, а чтобы люди больше жили, надо на благотворительность откладывать. Вот это у меня на Pro Max, как я и говорил, а это уже Бугатти. Бугатти это уже. В семье бабушка у нас как бы продакт-менеджер, то есть отвечает за продукт. То есть я не настолько разбираюсь, как бабушка в Хурутах. Я отвечаю за бизнес, то есть за идеи, за маркетинг, так сказать. А мама, она как идейный вдохновитель. Она говорит там разные идеи. А мотиваторы у нас есть их сестренки, потому что он постоянно думает, что бы им подарить, что бы им купить, куда бы их свозить за свои деньги. И вот таким образом как бы у нас сплачивается такая вот команда. У меня пока что, ее нету, ведь мне 8, а так если бы я был бы взрослым, то я бы ее уже открыл, и я буду платить налоги и помогать Кыргызстану.